Радио «Свободная Азия» сообщило, что уйгурский чиновник Аблеким Мухаммед Турсун и его коллега Мухаммед Азиз Тохти из поселка Сампул Лобского района провинции Хотан были приговорены к 7 годам лишения свободы. Задержанных обвиняют в покровительстве экстремистов и введении в заблуждение партийных руководителей во время конфискации религиозных книг. В 2015 году во время обыска в домах мусульман чиновники не посчитали книги о хаджи запрещенной литературой. Задержанные чиновники находятся в колонии общего режима в городе Кирия. Ассоциация просвещения и солидарности вместе с гуманитарным фондом «Голубого полумесяца» раздала еду и продовольствие пострадавшим от землетрясения в Элязыге. Делегация от Ассоциации просвещения и солидарности, фонда «Голубой полумесяц» и представители медийного сообщества Восточного Туркестана провели ряд мероприятий и переговоров. Генеральный секретарь ассоциации Абдурахат Абдурахман заявил, что народ Восточного Туркестана солидарен с народом Турции и готов прийти на помощь пострадавшим от землетрясения. Подчеркнув, что в свое время Турция оказала поддержку многим переселенцам из Восточного Туркестана, Абдурахман заявил, что помощь и поддержка турецкого народа является их долгом. В столице Пекина от нового типа коронавируса, стремительно распространяющегося по всей стране, скончался 1 человек. По всему миру число смертей от загадочного вируса достигло 82. Инфицировано свыше 2800 человек. Китайский специалист по инфекционным заболеваниям заявил, что количество случаев заражения может быстро вырасти в течение недели. Стало известно, что опасная инфекция была обнаружена и в Камбодже. Таким образом, кроме Китая, число стран, в которых были зафиксированы случаи заражения, достигло 15. Гонконг, Малайзия, Монголия и некоторые соседние государства закрыли границы с Китаем. Российская авиакомпания «Урал» сообщила об отмене рейсов в Хайнань. Президент США Дональд Трамп заявил, что число инфицированных в США незначительно и напомнил, что внимательно следит за ситуацией. На своей странице в Твиттере Трамп опубликовал следующее заявление: «Мы находимся в постоянном диалоге в связи с данной ситуацией и предложили свою помощь руководителю Китая». Также в социальной сети появилось сообщение работницы медицинского учреждения района Хэнко, расположенного в городе Ухань, которая заявила, что число смертей из-за опасного вируса достигло 90 тысяч. Министерство иностранных дел Турции посоветовало гражданам не посещать Китай. В заявлении министерства указывается, что новый коронавирус, вызывающий воспаление легких, угрожает здоровью всего китайского населения. Настоятельно рекомендуется, чтобы наши граждане не ездили в Китай, если на то нет необходимости. Однако, если вы решили направиться в Китай, то вам следует держаться подальше от регионов, где были зафиксированы вспышки эпидемии данного вируса, пишет официальное представительство министерства. В свою очередь, Англия ведет переговоры об эвакуации своих граждан из Уханя, ставшего очагом эпидемии. Стало известно, что самолет, упавший в афганской провинции Газне, принадлежал военно-воздушным силам США. Официальный представитель военно-воздушных сил полковник Сонни Легет сделал заявление об инциденте в своем аккаунте в Твиттере. Легет подтвердил, что разбился стратегический бомбардировщик Е-11, использовавшийся военными США для разведки. На данный момент нет никаких доказательств того, что самолет был сбит, а заявление талибов о том, что был сбит еще один американский самолет, необоснованный, заявил полковник Легет. Представитель Талибан Забихулла Муджахид заявил, что боевики сбили американский самолет, на борту которого находились агенты ЦРУ.